27 января была окончательно снята блокада Ленинграда. Что значит блокада Ленинграда в истории нашей страны? Это, конечно, беспримерный героизм жителей и воинов, защищавших Ленинград. Это дорога жизни. Это подвиг обычных жителей, которые 872 дня, несмотря на страшные лишения, голод, холод, бомбежки, работали, трудились, помогали фронту, защищали свои предприятия, учреждения, дома. Это подвиг детей, учащихся. И вот эти факты, они раскрываются очень компактно, емко вот в этой экспозиции, которая нам предоставлена Санкт-Петербургским историческим парком и была подготовлена специалистами, учеными по заказу правительства Санкт-Петербурга. Мы знаем о том, что якутяне участвовали в боях за Ленинград. Мы знаем о том, что якутяне находились в осажденном Ленинграде. Участники театральной студии Островского ушли на фронт. Из них были и те, которые достигли очень больших результатов. Допустим, снайпер Муреев сразил 63 фашиста. Это наши девушки, которые работали на оборонных предприятиях и помогали защитникам Ленинграда. Мы знаем о подвиге ученых Санкт-Петербурга, сотрудников научно-исследовательского института растениеводства имени Вавилова, которые сохранили более 200 тысяч образцов растений, несмотря на голод, сами уйдя в вечность на своих рабочих местах, но тем не менее не позволили такой уникальной коллекции исчезнуть. Мы знаем о том, что не прекращалась работа учреждений культуры, учреждений образования, науки, тех структур, которые обеспечивали жизнедеятельность города, несмотря на сложнейшие условия войны. И эта выставка, она призвана напомнить нашим жителям Якутии, нашему подрастающему поколению о том подвиге наших предшественников в заботе и защите своей Родины. И хотел особо подчеркнуть, что на этой выставке будут представлены материалы, которые отсняты нашим медиацентром. Это видео, интервью с участниками, непосредственными жителями города Ленинграда, нашими блокадниками, которые были вывезены в Якутию в те годы и, может быть, чуть позднее, которые делятся своими воспоминаниями. Многих из них уже, к сожалению, нет. Гуляли на улице в 1941 году, в августе месяце, и на берегу Невы. И к нам, смотрю, идут какие-то два человека, типа как в зеленой военной форме. Откуда мы знали тогда в зеленой форме? Стали спрашивать, мы испугались и убежали. Прибежали домой, и я матери говорю: мама, какие это, говорю, чужие люди на берегу Невы нам навстречу попались, мы испугались, убежали. Она в окно посмотрела и говорит: это немцы. Это летит самолет, и вот эти какие-то летят маленькие, потом большие, как грохнет все. Вот вы не верите, все каша была круг. Наш окоп вот Середкин, все каждый раз думали, это последняя бомбежка. Больше мы уже не останемся живые. И как только начинает бомбежка, мы как бы садимся и как эти, волчата, молимся. Она говорит: мы поэтому и выжили, наверное. Вот сколько было всего этого. У нас у мамы трое было. Этот младший дорогой умер, 6 месяцев было ему. Мы маму спрашиваем: мама, куда нашего Вовочку понесли? Она говорит: на кладбище. А кладбище, как вот на Пискаревке мы были. Может, и он, может, и отец наш там. И не знаем, где он. Бесследно. Все родные, которые были все погибли. Теперь я уже одна осталась. Вообще детства не знали. Мы как будто сразу стали взрослые. Мы работали, мы все. Маме помогали, питались травой. Мы знали, какую траву надо
И вот и на чай мы ее сушили, и суп варили. Страх это вообще. И я не могу это каждый раз вспоминать, понимаете? Даже вот фильм не могу смотреть. Особенно, когда этот колодец показывают, у меня слезы, от которого мы пробирались, чтобы набрать воды. Несмотря на голод и бомбежки, в городе продолжали работать более 200 предприятий. С 1941 по 1944 год ленинградские заводы произвели более 10 миллионов снарядов и мин, 12 тысяч минометов. Было изготовлено и отремонтировано 2000 танков. Швыркова Лидия Григорьевна с горечью вспоминает дни блокады. Тогда ей было 11 лет. Мать работала продавцом, а отец – строителем. Родной старший брат Иван погиб, защищая Ленинград. Лидия Григорьевна до сих пор хранит известие о его смерти. Мне было 11 лет. Я все помню. И очень трудно поэтому вспоминать. Сейчас, когда фильмы показывают, я выключаю. Почему? Потому что трудно мне смотреть фильмы. Но в то же время думаю, а молодежи-то надо это знать. Историю-то нашу надо знать. Все испытала. И голод, и холод, и бомбежку. Так что это страшно. И смерть. У нас во время войны от голода бабушка умерла 60-летней. Жить бы. 15-летний от голода умер брат двоюродный. Потом вот брат убили. Чтобы не было больше войны. Хватит, пережили. Я пережил войну. Остальные, они не знают даже, что такое война. По книжкам там много напридумано. 59-я армия Волховского фронта прорвала главную полосу обороны противника, полностью сняли блокаду Ленинграда. День 27 января 1944 года навсегда вошел в славную историю города на Неве. В этот день право салютовать от имени Родины столица предоставила Ленинграду. Вся наша необъятная страна слушала раскаты победных артиллерийских залпов с берегов Невы. И сегодня в стенах этого музея мы провели встречу поколений. К нашему счастью, сегодня на территории республики проживает 21 блокадник Ленинграда. Мы их пригласили. Конечно, не все смогли прийти. В зале присутствовали не только старшее поколение, ветераны тыла Великой Отечественной войны, но и молодежь в виде учащихся специальных учебных заведений, высшего учебных заведения. И, конечно, потомки солдат, водрузивших знамя над Рейхстагом, это воины специальной военной операции. То есть собралось несколько поколений, чтобы вживую почувствовать, что же такое блокада Ленинграда. Я думаю, к месту вспоминать слова великого полководца российского генералиссимуса Александра Суворова, у которого существует цитата: «Война не закончена до тех пор, пока не захоронен последний солдат». И хотя казалось бы, что все изучено, что все понятно, однако мы стараемся, вот, приглашаем молодежь на такое мероприятие. А вот я считаю, на сегодня у нас в Якутске самое хорошее место именно вот этот музей. Вживую поговорить с людьми, прошедшими блокаду Ленинграда, зайти вот в эти залы, где видны документальные подтверждения, какая была война с ее разрухами, с подвигами. И от имени Республиканского совета ветеранов хочу еще раз выразить благодарность руководству этого музея, коллективу музея, ее специалистам за оказанную сегодня помощь. Дорогие друзья, исторический парк «Россия. Моя история» приглашает вас посетить выставку «80 фактов о блокаде Ленинграда». Эта выставка будет очень полезна нашему подрастающему поколению, которые должны ценить
то достояние, которое пронесено нашими предшественниками, несмотря ни на какие лишения, невзгоды и ужасы войны. Блокада Ленинграда. Трагедия 20 века. Великий подвиг жителей и защитников города. Никогда в истории человечества не случалось, чтобы в блокаде оказался многомиллионный мегаполис. Голод, холод, бомбежки и артиллерийские обстрелы должны были заставить Ленинград сдаться. Но воины Ленинградского фронта, моряки Балтийского флота, обычные жители отстояли город. Отстояли ценой невероятных усилий, ценой своих жизней. 27 января 1944 года победный салют орудий возвестил о долгожданном снятии блокады. Прошло 80 лет. Кажется, что мы знаем о блокаде все. Но исследователи продолжают предоставлять все новые и новые факты об этом героическом феномене. Проект «80 фактов о блокаде Ленинграда» не энциклопедия, не учебник. Это попытка взглянуть на подвиг ленинградцев через строгие факты, извлеченные из архивов Санкт-Петербурга. Более 400 тысяч мобилизованных в первые месяцы войны. Почти 2 миллиона эвакуированных. Тысячи разорвавшихся бомб и снарядов. Более миллиона погибших. За этими цифрами величайшая трагедия и величайший подвиг ленинградцев и воинов, защищавших и защитивших город-герой Ленинград. Медиацентр «История» и мы приглашает в мир видеопроизводства исторического парка «Россия. Моя история». Мы предлагаем интернет-трансляции, многокамерную съемку, услуги видеооператоров, фотографа и режиссера монтажа, а также создание видеосюжетов и телепередач. Ждем вас по адресу город Якутск, улица Уткина, 5.